Мировая статистика доказывает, чаще всего люди получают самые тяжелейшие телесные повреждения во время автокатастроф. Если вот такое твердое железо превращается вот в такое месиво, то страшно себе представить, что происходит с человеческим телом во время столкновения. Пульс есть. Казалось бы, в данной ситуации это хорошая новость. И главное, довести до больницы, а там дальше передать в руки врачам. И чаще всего, если есть возможность, пострадавших привозят именно в республиканскую больницу. Как налажена служба экстренной хирургии в нашей стране? В каких условиях работают наши хирурги? Кто эти люди, которым мы вверяем свои жизни? Нужные вопросы, надеюсь, мы получим на них ответы. Участившиеся случаи ДТП меня навели на мысль, что очень хотелось бы изучить экстренную хирургию, как эта служба работает в нашей стране, как она организована. И твоя деятельность тоже неразрывно связана с экстренной хирургией. Да, действительно, это серьезная проблема для нашей республики. Что касается меня, мне это все понятно, но для вас и для наших телезрителей, надеюсь, приглашен сегодня в студию Алхаз Джинжоли сможет пояснить вам все моменты касаемо экстренной хирургии сегодня в нашей стране. Пройдем, побеседуем с ним. С удовольствием. Спасибо за гостя, потому как я давно его хотела пригласить на передачу и не получалось никак. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Алхаз Джинжоли, заведующий хирургическим отделением городской клинической больницы города Сухум. Человек с большим стажем и опытом работы. Нас сегодня интересуют определенные вопросы по поводу экстренной хирургии в нашей стране. И первый вопрос сразу, чтобы обозначить, что такое экстренная хирургия и как она у нас организована в стране. Экстренная хирургия – это целый комплекс служб, целый комплекс мероприятий, направленных на оказание одной короткой фразы «первая помощь». Сюда входит множество подразделений, которые сами являются целыми областями, та же нейрохирургия, травматология, хирургия, кардиология. Не буду сейчас все перечислять, это долго будет длиться. Это целая наука. Это как бы острие медицинской всей науки. Наконечник копья – это именно экстренная первая помощь. Самая травматичная, самая драматическая. Да, понятно. А у нас вот есть такая централизованная служба экстренной хирургии? Именно по хирургии служба, в принципе, в течение последнего года относительно, можно сказать, создана с какими-то трудностями, с плюсами, с минусами. Хирургические дежурства перенесены в один центр на базе республиканской больницы, когда стали кадровые проблемы как в коллективе республиканской больницы, как в коллективе городской больницы, ну, если про Сухуми говорить, то объединили силы. По республике, конечно, немножко сложнее ситуация. Из всех наших фактически районных больниц флагманами, так скажем, остались Агудзерский госпиталь, Гагринская больница, Скворчельская больница многострадальная. Ну, в Гале это там у них как-то все по-своему идет, мало с нами контактируют. Логике не поддается. Да. А вот так, понятно, что самых тяжелых больных везут сразу же в столицу. Как организовано дежурство врачей? Во время дежурства экстренного в республиканской больнице находится на службе несколько специалистов одновременно. Это травматолог, это хирург, естественно, это нейрохирург, плюс терапевт, плюс службы функциональной диагностики, рентген, кабинет, компьютерная томография при необходимости, УЗИ при необходимости, лаборатория, естественно.
Ну, реаниматолог, наверное. Это вообще не обсуждается, да. Ну, раньше было по дежурству. Дежурила или клиническая Раньше городская больница, или же Я буду республиканская? говорить о городе, где я всю жизнь проработал. Это шло наследство, так скажем, советских времен. Было несколько больниц. Была железнодорожная больница, была здесь первая, то есть травматологическая больница, первая, вторая, республиканская, несколько центров. Все несли дежурство одновременно, и при этом даже тогда было это чередование. Казалось бы, тогда дефицита кадров нет, но так вот было положено. Ну, видимо, по наследству это все перешло в послевоенный период. В 2 больницах осуществлялось дежурство, хирургическое, я подчеркну. Все послевоенные годы, по большому счету, хирурги несли на себе еще дополнительно бремя травматолога, нейрохирурга и так далее, и так далее. То есть ряд сопутствующих специальностей, хочешь не хочешь, приходилось тянуть. В последнее время, слава богу, ситуация несколько исправляется, прибывает молодежь. Еще до разрешения всех проблем, конечно, далеко, но хоть в чем-то. А что у вас есть материально-техническая база? Материально-техническая база сейчас на базе в той же республиканской больнице у нас под рукой, скажем, имеется компьютерный томограф, хоть там и его обслуживает один специалист, которого мы уже замучили, днем и ночью вызывая его. Это вот минус, пожалуйста, за плюсом сразу минус. Имеется рентген-кабинет, имеется более-менее развитая лаборатория, станция переливания крови. Это огромное подспорье для хирурга. Но, опять-таки, как только обозначим какие-то плюсы, всегда вытекают рядом минусы. Говорите все минусы. Ну, все-таки кадровый вопрос, он остается открытым. Кадровый вопрос и да, и нет, хочу сказать. Закончен ремонт, скажем, частично республиканской больницы, хотя бы часть его крыла, которая сейчас функционирует. С удивлением потом ряд чиновников выяснило, что сами стены не лечат, все-таки люди нужны для этого. Когда вопрос стал о наборе специалистов, понятно стало, что тех сил, которые есть, их физически не хватает. Как я уже сказал, в частности, тот же томограф не должен обслуживать один человек и читать заключение, расшифровать, и вести его техническое обслуживание, и вообще работу этого кабинета курировать. Там должен быть технический специалист, там должно быть 2-3 дежурных рентгенолога, так их назовем. Вот. Потом хирург – это человек, который должен постоянно развиваться. Получив горячий диплом в руки, ты еще, извините за грубость, никто пока. Ты должен пройти ряд, еще несколько лет обучения, несколько уровней, что ли, интернатура, ординатура и так далее. И самое главное – стаж. Ты постоянно должен находиться в движении. Приехал, уехал, приехал, уехал, быть в курсе всех новостей медицинских, так назовем. Приехать и уехать куда-то поучиться на рабочее место в наше время, сейчас я не говорю, но ряд последних лет было крайне затруднительно. Сейчас как-то полегче стало, сейчас обещают оплачивать молодежи выезд за пределы республики для обучения, грозились даже за границу посылать. Будем надеяться, что это для нашей Хорошая молодежи. угроза. Да. В день, когда с оператором Артуром Каланди мы проводили съемки в республиканской больнице, было запланировано несколько хирургических операций, но нас интересовала экстренная хирургия. Несмотря на карантин, людей в больнице было много, хотя врачи просят граждан посещать больных в разрешенные часы. Неожиданно нам сообщают о срочной операции и дают возможность провести в операционной съемке. Ситуация по нашей теме – экстренная хирургия. Буквально несколько минут назад в республиканскую больницу доставили молодого парня с осложненной формой язвы желудка. Сейчас идет операция. Оперирует хирург Астан Авицба, а ему ассистирует интерн, молодой доктор Нормания. В операционной несколько человек, 2 хирурга, анестезиолог и медсестра. Нам непривычно и страшно, а глаза хирурга Астана Авицба выражают спокойствие. И здесь, в этой атмосфере, ты начинаешь верить в истинность фразы «На земле врачи-боги». Пациент, студент, сирота, его воспитали бабушка и тетя, которые ждут и переживают за дверью. И понимаешь, как важно, чтобы врач, который борется за жизнь, был хорошим специалистом. Приступил. Мама, скорый так, скорый ладерги, тарки, тарки. Операция.
Операция закончилась. Сейчас уже пациент в палате. И по словам врачей, его жизни ничего не угрожает. Ну вот какое у вас оборудование вообще, с чем вы работаете? Насколько, если говорить о мировых стандартах, ну давайте брать тогда самое лучшее, если сравнивать, что сегодня происходит вот в медицине, как все меняется и современное оборудование изобретают, вот насколько, если сравнивать, насколько мы проигрываем, чего бы нам пожелать? Медицинское оборудование, в моем понимании, есть какой-то базовый набор, есть уже что-то более развитая техника. Базовый набор — это банальные носилки, банальные там гипсы, там, фонендоскопы и так далее. Как смешно не будет, строя шикарную больницу, фаршируя ее самыми последними аппаратами, мы забываем, что еще есть расходные материалы. Носилки имеют привычку выходить из строя, фонендоскопы, тонометры, ломаться с регулярностью раз в неделю. Вот, то есть купил, сдал, отчитался и забыл, про это не получается так. После медицины это дорогостоящая игрушка, постоянно нужно вкладывать огромные суммы денег. Если ты хочешь помочь своему народу, не надо себя обманывать, и людей надо говорить как есть. Если ты не понимаешь, что спросить, это огромная дорогостоящая машина, которая, чтобы работала эффективно, соответственно, надо вкладывать денег постоянно. Тогда давайте не обманывать наших людей, потому как, ребята, на вас ложится вот вся нагрузка. То есть, если у вас чего-то не хватает, какого-то расходного материала, это простой житель не понимает, он скажет, хирург был плохой, то есть эту ответственность приходится вам нести. Поэтому, когда, скажем, бывают случаи, которые не зависят от вас, но исход был там летальным, самым плохим, но приходится вам брать на себя ответственность, тоже скажите, чтобы перераспределение ответственности было. Кто же еще должен вас обеспечить тем, что вам необходимо? Ну, это самый интересный вопрос для нас, для медицинского сообщества, по-моему, да, Алхаз? Кто же за это платит? То есть, ваше мнение, это государственное финансирование или все-таки В настоящее система... время исключительно государственное финансирование. В настоящее. Я не говорю о том, что хотим построить или изменить. Сейчас то, что есть, по факту, это стопроцентное государственное финансирование. Я что хотел еще сказать, говоря о двух компонентах техники, есть базовый набор, есть более развитая помощь, скажем. Если мы более развитой коснемся помощи, то здесь вообще цены взлетают до небес. Если соответствовать последним требованиям, тогда постоянно на дежурстве должен быть, скажем, технически включенным компьютерный томограф, постоянно должен работать рентген-кабинет в каждой больнице экстренной помощи. Сейчас не буду вдаваться в частности, что у нас происходит. Постоянно должна быть круглосуточная служба ультразвукового исследования, УЗИ, так любимого нашим народом. Это все те мелочи, так, в кавычках, которые значительно облегчают работу хирурга, травматолога и так далее. Ну, это только диагностический этап, а дальше уже идет этап лечения. Речь идет у нас, спотыкаемся всегда в основном на диагностическом этапе. Там все проблемы. Уж как-нибудь оказать помощь, когда поле боя выяснено, там уж как-нибудь справимся, как говорится. Но все проблемы в основные, сейчас брошено большинство усилий именно на это диагностические процедуры. Начато, но не закончено, так сказать. На вас такая физическая и психологическая ответственность. А можно узнать, а какая зарплата у хирургов? Я получаю 1,5 ставки как дежурант и как заведующий отделением, около 20 тысяч. Около 20. Вот раз мы мечтаем и сравниваем свою медицину с мировым, да, вот как в Германии, говорим, как в Израиле, на Кубе, а сколько получает, например, хирург в какой-нибудь германской, немецкой клинике? Примерно. В 1000 евро идет, если про Германию говорить, 1000 евро зарплата, но у них не надо с ними сравниваться. Нам не нужно с ними сравниваться, у нас все равно этого не получится никогда, чего уж греха таить. У нас, как говорил незабвенный Иосиф Виссарионович, народ врача накормит и отказался включать должность врача в штатное расписание, как гласит легенда. Но это все легенда, конечно, врачу надо оплачивать, спрашивать с него. Никто не говорил, что врач должен без всякой ответственности получать, ложить в карман деньги и идти домой. Так все равно не получится в любом случае. Оплату, конечно, надо повышать, как и всем службам. Она должна соответствовать уровню жизни, чтобы человек, у него надо отключить в голове пунктик, как мне накормить свою семью. Поверьте, это пунктик
Очень важно. Очень важно, особенно для молодого человека или наоборот для врача предпенсионного возраста, это уже такие жизненные коллизии, когда это мешает. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии Гарик Джопуа совсем недавно перенес тяжелую операцию, которая длилась 6,5 часов. Он поступил в тяжелом состоянии, и шансы на то, что выживет, были совсем малы. Маврик Чагуа, Какипа, Влада, наркозист, Айтан Анрик, Убурдаши Юзек Дива, Клон врач, когда Айган, сектор Хайда операция, Арзана, медсестра, здесь Шапик Клон, здесь Сыцха, это медсестра, и Хабы, Браю, Тухоя, Смита, Хушкурамания, Ауид. Известный в Абхазии хирург Маврик Чагава уже однажды спасал жизнь Гарику 20 лет назад, во время войны, когда Гарик Джопуа получил тяжелое ранение. Еще один операцию надо делать, второй тоже кистами легкий. То есть одни легкие сделали, теперь уже... Да, второй тоже надо, обрегему дыши кистакам. Старшая медсестра хирургического отделения Циала Цвижба вот уже 40 лет как трудится в медицине. За свою практику увидела многое, и есть что рассказать. По ее словам, за 2014 год в республиканской больнице было проведено 654 операции. Там инвалиды войны или участники, им выписывают, рецепты выписывали, со склада получали бесплатно. Но сейчас в основном все получают, инвалиды получают все, и участники. Всего на несколько часов мы окунулись в рутинную работу республиканской больницы, пообщались и с пациентами, и с медицинскими работниками. Врачи показали изнутри, как важна и трудна их профессия, как непросто нести ответственность за жизнь человека. Одни пациенты благодарили за спасенные жизни, другие жаловались на свои расходы, на покупку дорогостоящих лекарств. Но это тема уже для другого сюжета. Не хотелось бы, конечно, завязываться на деньгах, но тем не менее это важная составляющая нашей жизни. Вот какая оптимальная могла бы быть зарплата у хирурга вот в Абхазии? Ну, какая бы? Некоторые говорят 100 тысяч, минимум в Абхазии 50 тысяч, 150. Каждый рубль человек должен понять, вот в нас во всех говорит нашей логике наше советское прошлое. Вот почему мы никогда с европейцами, я думаю, пока не сравнимся в ближайшие годы. За каждый рубль или евро там, или доллар, там человек вкалывает по-черному. Он, соответственно, получает. Вкалываем ли мы, это другой вопрос, получаем ли мы, соответственно, это другой вопрос. Если наши люди, не только, наверное, медработники, любая служба, за все, что ты получаешь, должен, соответственно, работать, и тогда ты будешь иметь все веские основания требовать повышения. Я не говорю, что сейчас мы не работаем и так далее. Но здесь такой баланс, что мы не можем сейчас разжигать какие-то непонятные страсти между теми же врачами и населением, и так в последнее время все это обострено, и сейчас требовать повышения зарплаты, когда вокруг в стране не все очень хорошо в других службах. Вот в республиканской больнице нет службы безопасности или охраны, как правильнее сказать. А ведь ситуация бывает, особенно по части ДТБ, ну, каких-то других таких случаев, когда родственники, а у нас всегда вот многочисленные родственники появляются в больнице, когда доставляют пострадавшего, особенно и после ДТП, люди, понятно, растеряны, они боятся за жизнь своего близкого, и тогда бывает, что угрозы врачам вот достаются. Вот что вот по этому поводу вы можете сказать? И это иногда мешает, насколько я понимаю, вашей же работе. После военные годы, я не помню точно в какой, выставили у нас пост милиции в приемном отделении, в городской больнице я тогда работал. Они там простояли ровно 2 дня. То есть на второй день их уже там не было, люди встали вооруженные с автоматами, ну тогда время горячее было. 2 дня простояли, выдержали вот весь этот ажиотаж приемного отделения. Мы все сами как бы справлялись. Рак другу бзырну где-то и по-другому. То есть весь удар приходится на врача дежурного. Там. Хорошо, если хирург, мужчина как-то еще. А когда девочка молодая, терапевт, кардиолог дежурит. Всякое бывает, агрессивно настроенные, да просто психически неуравновешенные или больные люди. Это истории много, в одну передачу не включить. Пост охраны это уже притча. Есть вообще такая необходимость?
Острейшая необходимость. Если вы все часто бываете в той же республиканской больнице, вы встаньте в середине коридора и в обе стороны посмотрите, напоминает ли это отделение больницы. Скорее, большая поликлиника, свободное брожение народа. И причем с утра до вечера и все выходные. Посещение родственников в количестве там 10 человек. Ну, не знаю, когда-нибудь созреем до этих постов, наверное. По поводу ДТП еще немножко больная тема, поговорим. Эти случаи в последние годы статистика говорит, что они участились. Это же страшные картины, которые приходится видеть нашим хирургам. Насколько во-первых, хотелось бы советы, как надо себя вести при случае ДТП, я имею в виду тем, кто оказывается свидетелем, как доставлять больных, как совет. И во-вторых, как вы сами, хирурги, избавляетесь от этого психологического давления, от этих страшных картин? От страшных картин мы уже давно не избавляемся, как и все люди, мы тоже привыкли, это все молодежные впечатления уже давно прошли. А что касается случаев, так скажем, столкновения с ДТП на дороге, проходящим, проезжающим гражданам, хочу сказать, что наши люди в этом плане, я не знаю, с кем их сравнить, но они достаточно внимательны и никогда в большинстве случаев мимо не проедут, бросаются оказывать помощь, пострадавших доставляют на своих автомобилях, в меру своих знаний пытаются как-то оказать помощь, пусть правильно или нет, но хотя бы порыв есть, это уже многого стоит. А как это оказывать помощь, это, вы знаете, сейчас мы не сможем рассказать в двух словах, это целая огромные институты работают над этим, обучают тех же сотрудников ГАИ, тех же водителей профессиональных, там, автобусов, таксистов, скажем, как себя вести. Требовать возить аптечку, огнетушитель, как выяснилось, все-таки гаишники не зря требуют от населения. Может быть, ряд жизней был бы спасен, если бы все это присутствовало у нас в машинах. Сегодня, получается, Олег как эксперт может выступить, тема ему близка, и как ведущий программы я понимаю, что ты предоставил все время, чтобы я имела возможность задать все свои вопросы. Да, спасибо тебе большое. А вот завершая, может быть, я что-то не сказала, мы что-то не обговорили, например, очень важное. В целом, можешь дополнить. В целом, конечно, вопросы должны были исходить от тебя, но потому что ты подходишь к этому моменту как обыватель и задаешь вопросы нужные, те, которые интересуют в основном наше население, те, которые с этим сталкивались, по крайней мере. Вот. Ну и хотелось бы напоследок все-таки свое мнение выразить по поводу экстренной хирургии. Действительно, это большой комплекс мероприятий. Вот, и учитывая, что сегодня у нас в стране есть такие проблемы, да, в основном структура экстренной хирургии – это политравма, сочетанная травма. И кадровый вопрос, по моему мнению, пока остается открытым. Действительно, есть такие специальности, когда вдвоем люди дежурят по 30 суток в месяц. Это нереально, это очень трудно. Это большой труд, это огромная ответственность, люди несут ее на себе. И никто же от нас не требует срывать звезд с неба. Ну, большинству населения надо это внушить, что все-таки... Звезд нет, а жизни спасать требуем. Да. Спасибо. Я понимаю, что такую тему объемную, такую важную не обсудить в течение того времени, которое у нас есть сегодня в эфире, но это повод Алхас Аджинджал еще раз пригласить на нашу передачу. Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Вам спасибо. Спасибо за это интервью, за этого героя. Про Алхаса все говорят, что он очень хороший хирург, но так получалось, что не было возможности с ним пообщаться. И еще я поняла одну вещь, снимая эту тему для АБСР, что это счастье, что я все-таки стала журналистом, а не хирургом. Сложно у вас, ребят, работа.